Всем привет, дорогие друзья! Приветствую всех на своем канале. С вами Астарта Сантия. И сегодня мы с вами будем делать расклад на тему, скучает, тоскует ли он по вам. Так, и посмотрим еще, каких действий он ждет в связи с этим от вас. И что будет предпринимать, какие шаги делать в вашу сторону сам. Перед вами, как обычно, 3 варианта. Выбирайте свой. И, господи, переходите по тайм-коду. Хотела сказать, листайте карусель, как в Инстаграме. Ну что, единички, смотрим вас. И скучает, тоскует ли мужчина по вам? Вы знаете, да, тут есть, конечно, тоска. Мужчина скучает, но здесь перевешивают такие его внутренние чувства, как неуверенность, нестабильность, туманность. Когда мужчина не понимает, что происходит, когда мужчина не может даже понять и осознать, что он чувствует внутри по отношению к вам. Вот такая вот туманность. Он пытается разобраться, но пока еще до конца разобраться в том, что он испытывает, мужчина не может. Он ходит по кругу, он что-то там копается, что-то думает, размышляет, анализирует, спрашивает у себя, хочет как-то прочувствовать динамику вообще своих чувств, какие они были там в начале отношений, какие они сейчас, либо какие они были, когда только познакомились, когда он вас увидел, какие они сейчас на данный момент. В общем, как-то все у него туманно, непонятно, и он пытается это все понять, но безрезультатно. Единственное, что тут есть осознание и понимание, наверное, что ему с вами очень комфортно, что ему с вами очень хорошо и тепло. Но вот чтобы была прям такая тоска, чтобы мужчина прям вот скучал, постоянно о вас думал, нет, карты такого нам, к сожалению, не показали. Каких действий мужчина ждет от вас? А он ждет, что вы сделаете шаг первый, что вы проявите инициативу, что вы скажете, расскажете ему, какой он прекрасный, какой он чудесный, что вы хотели бы с ним общаться. И как-то будете по отношению к нему более страстной, более яркой, более как-то, я бы сказала, где-то даже доминантной. И в то же время такой хитрой, гибкой, ласковой, сексуально привлекательной. Знаете, вот он хотел бы, чтобы вы как-то проявили инициативу по отношению к нему. Опять же, почему? Потому что он полон сомнений и непонятности, неизвестности. И, скорее всего, знаете, такие чувства могут быть у мужчин, когда он какие-то шаги навстречу делает, по крайней мере, он так думает, да, и так себе ставит и размышляет, что он сделал шаг, что он типа вам показал, что вы ему интересны, теперь ждет от вас ответной реакции. Но, судя по картам, я не вижу, чтобы этот шаг был такой яркий, чтобы он у вас мог прям притянуть, примагнитить и прям вот заинтересовать, ой, как. Да, здесь были какие-то шаги сделаны в вашу сторону, может быть, он вас куда-то пригласил, у вас было какое-то свидание, и на этом все. Такое ощущение, что мужчина пропал и закрылся. И теперь вот он ждет, когда вы сделаете ответную реакцию, когда вы ответите ему, но с посылом более ярким, более страстным, более таким заинтересованным в нем. Вот такие у нас мужчины. Не чтобы идти завоевывать, да, эту неприступную, так сказать, этот неприступный замок, крепость. Он ждет, когда крепость пойдет сама. Вот что-то такое. И какие шаги он будет делать сам в ближайшее время? Да, особо никаких таких ярких шагов не будет. Единственное, что тут может быть встреча, тут может быть свидание, тут может быть какое-то такое общение, переписка в соцсетях, в мессенджерах, либо это будет свидание, но такое достаточно легкое, ни к чему не обязывающее, либо какая-то коротенькая поездочка. И то, скорее всего, это все-таки будут мессенджеры, соцсети, общение именно в интернете. И плюс дальше, смотрите, у нас идет карта развилка, карта метла и карта мыши. Вот тут проиграется всех по-разному. Почему? Общение вот здесь, вот, оно будет у всех
в мессенджерах, в соцсетях, созвоны, перезвоны. Но дальше здесь у нас как раз-таки развилка нам дает вариантность. Первая трактовочка возможная. Все-таки это онлайн-гадание, не забывайте. Отношения могут и общение могут сойти на нет. Отношения могут совсем потухнуть, отношения могут совсем закончиться, причем закончиться на такой некрасивой, неприятной ноте. Что-то глупое, наверное, или незрелое мужчина может сделать, все-таки мы смотрим его шаги, да, или тут он будет как-то себя вести, как такой молодой, незрелый юнец, который толком не знает, чего он хочет от жизни, толком не знает, чего он хочет от вас, толком не знает, что он вам может предложить и как вас заинтересовать. Вот тут какие-то поползновения у него будут, но они будут настолько неяркими, настолько неинтересными и настолько вас, скорее всего, еще и оттолкнут, потому что вы поймете, что мужчина вам не интересен. И отношения просто сойдут на нет. Причем вы это поймете, осознаете точно конкретно. Потому что, нет вот по этим картам, знаете, вот таких каких-то действий или таких шагов, или таких каких-то предприятий со стороны мужчины, которые бы расположили его к вам, которые бы вас заинтересовали, которые бы вас так к нему развернули, чтобы вы смотрели только на него и ждали от него каких-то действий. Знаете, чтобы тут появилось чувство такое, типа вот он, интересный, прекрасный принц на белом коне. Нет, такого здесь нет. Вторая трактовочка. Онлайн-гадание, не забываем. Смотрит большое количество людей. Смотрите, вот тут может быть перемены, и отношения мужчина переведет и будет активно настаивать и активно показывать свою заинтересованность интимного характера. Что вы его влечете, что вы его маните, что вы его привлекаете. И тут может быть у вас какой-то страстный, яркий интим между вами. И мужчина как бы будет демонстрировать и активно настаивать именно на интимной стороне отношений. Вот либо здесь расставание, развилочка, да, и дальше идет метла, ссора, конфликт, и вот эта мышиная возня, ругня непонятная. Либо, опять же, из общения все это перейдет в перемены именно в постель, в интим, в близость именно сексуального такого характера. И просто здесь я не вижу никакой духовности, никакой эмоциональности. Тут только лишь постель и интим. Интерес такой именно физического характера будет от него. Вот такой вариант у нас вышел для единичек, дорогие мои. Я вам желаю, будьте здоровы. Пусть ваша жизнь будет наполнена прекрасными, чудесными, красивыми, яркими, полными любви и взаимопонимания моментами. Пусть ваша жизнь будет полна радости, счастья, богатства и красоты. С вами была Старта Сантия. Всех благодарю, что были со мной. Искренне надеюсь, что канал мой вам интересен, полезен, важен, вам помогает, поддерживает, направляет и оберегает от каких-то ошибок. Прощаемся, переходим к двоечкам и подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, пожалуйста. Всем пока. Двоечки, смотрим вас. И скучает, тоскует ли мужчина по вам? Да, мужчина по вам скучает, мужчина по вам тоскует, мужчина о вас думает, мужчина о вас фантазирует, мужчина, в общем-то, постоянно содержит вас и в голове, и на сердце, и в душе. В общем, здесь и тоска, и влечение, и желание постоянно быть с вами, и мужчина постоянно думает о вашей красоте, о вашем таком благородстве, о вашем магнетизме, волшебстве. В общем, здесь мысли о вас и чувства к вам, они есть однозначно, и мужчина их как вот этой своей тоской еще больше аккумулирует, еще больше они у него как-то, как ядерное ядро, они у него разрастаются, еще больше превращаются в такой вот, как в ком такой. В общем-то, каких действий мужчина ждет от вас? От вас он ждет некого предложения. От вас он ждет как раз таких активных каких-то действий. От вас он ждет какого-то предложения, неких каких-то решений. Скорее всего, эти решения, эти предложения связаны
с общением, либо ждет, что вы будете проявлять себя активно в общении, будете предлагать встретиться, будете предлагать куда-то сходить, посетить какие-то места довольно-таки приятные. Тут еще у нас выпали с вашей стороны, да, какие шаги, выпала у нас карта рыбы. С одной стороны, это самая материальная карта, с другой стороны, рыба — это все-таки эмоции, эмоциональность. Ждет от вас, что вы будете отвечать ему тоже взаимностью, что вы будете также к нему привязаны, что вы будете также заинтересованы в общении с ним, что вы будете проявлять по отношению к нему тоже симпатию, желание общаться, желание развивать отношения, желание быть ближе. И причем, да, вот этот шаг от вас, который он ждет, он для него будет таким неким решающим. Это для него будет как знак. Это для него будет как некий такой ключ. Это для него будет как некий маркер, который даст ему как бы толчок. Как бы он получит от вас как бы такое невербальное одобрение к тому, чтобы дальше он предпринимал какие-то дальнейшие действия, чтобы стал более настойчивым, стал более таким вот динамичным, да, где-то начнет проявлять какой-то свой характер, чтобы настаивать на том, чтобы отношения двигались, чтобы отношения развивались, чтобы отношения росли и уже переходили в некое новое русло. Вот ждет он такого же эмоционального положительного ответа от вас, либо каких-то маячков, либо каких-то сигналов невербальных, да, но в общем он ждет какой-то ответной реакции со знаком плюс от вас. И какие действия будет предпринимать сам. Но не даст он о себе забыть, будет постоянно с вами на связи, будет, конечно же, настаивать на общении. Тут общение может быть путем мессенджеров, соцсетей, созвонов, перезвонов, даже это могут быть и письма, да, как раньше, когда еще не было там ватсапов, вайберов, телеграммов, то люди переписывались по электронной почте. Вот тут тоже и такое же может быть, да. Мужчина будет проявлять динамику, выпала его карта бланка. Будет всячески вам показывать свою привязанность, свою признательность, свою благосклонность, свое желание быть к вам ближе. Будет всячески вам показывать и рассказывать, как вы прекрасны, как вы притягательны, как вы сексуальны. Будет подчеркивать ваш ум и красоту, вашу гибкость, вашу такую некую, знаете, как вода, обтекаемость, мудрость. В общем, всеми силами будет вам рассказывать, показывать, где-то хитростью, где-то ловкостью, где-то умом, где-то физика, я имею в виду какими-то материальными подарками, бонусами от него, что он заинтересован в общении с вами. И он всеми силами, вот как эта змея, сейчас покажу вам ближе, будет делать все, чтобы вас окрутить, грубо говоря, и в свои цепи, в свои сети вас заполучить. Почему? Потому что, смотрите, как я сказала в мыслях, ваша карта бланка первое, второе, рядом карта лилии, которая говорит нам о том, что мужчина прям фантазирует, желает вас. Тут вопрос интимного характера, и ваши внешние данные, они многое сыграют большую роль, играют. Почему? Потому что, смотрите, даже вот здесь карта бланка, у нее в руках кадила, да, которая благоухает, и там запах, да, аромат, он исходит. То есть он очень привлекает. По крайней мере, вкупе с лилиями, да, это все-таки тоже цветы, довольно-таки ароматные, у них такой яркий аромат, незабываемый. И здесь от вас исходят вот такие же флюиды, которые не дают ему о вас забыть. Это, знаете, как некие даже феромоны, которые будоражат мужчины, которые не дают ему покоя, которые постоянно заставляют его думать о вас, фантазировать и размышлять о вас. Вот такой у нас вышел вариант номер 2, дорогие мои. Я желаю вам, конечно, всего самого хорошего. Пусть ваша жизнь будет прекрасной, чудесной, масштабной, чтобы жизнь ваша была полной радости, любви, взаимопонимания, страсти, огня, яркости и
Любите, берегите, балуйте себя и своих близких, свои отношения. С вами была Старта Сантия. Всех благодарю, что были со мной. Пожалуйста, как обычно, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Прощаемся, переходим к троечкам. Итак, третий вариант. И скучает, тоскует ли мужчина по вам? Тут, да, однозначно, да. Смотрите, какие красивые у нас карты выпали. Карта Солнца, карта Дома, карта Звезды. То есть даже вся вот эта его тоска, тот момент, что он скучает, да, что она о вас думает, что он к вам тянется всем своим сердцем, всей душой, это даже ему не подвластно это чувство. Это происходит уже само собой, как неуправляемое, как волна, которую не остановишь, которую не развернешь в обратную сторону, это происходит уже стихийно. И вот здесь мужчина даже не может проконтролировать то, что с ним происходит. То есть его к вам тянет, он о вас думает, он о вас тоскует и вообще не понимает, по какой причине, почему так произошло, и главное, когда так произошло. И что такого вы сделали, дорогие мои дамы, что так ему запали в душу, потому что с вашим появлением его жизнь, да, у нас выпала первая карта Солнца, оно в какое-то другое русло развернулось. Его жизнь стала ярче, его жизнь стала такая более прекрасная, более такой вот теплая, более домашняя. То есть вы привнесли в его жизнь краски, вы привнесли в его жизнь какой-то такой свежий воздух, глоток вкусной такой свежей сладкой воды. Вот вы для него такой новый виток в его жизни. Смотрите, очень красивые карты выпали, троечки. Дальше. Каких действий он ждет от вас, какие действия он будет предпринимать сам? Вот смотрите, как бы вот здесь его к вам не влекло, как бы это чувство, какое бы чувство это не было стихийным, сначала расскажу о его действиях по отношению к вам. Почему? Потому что очень интересно. Он ждет действий от вас, каких-то серьезных, таких уже ярких, зрелых действий, декларации того, что он вам нужен, что он вам важен, что вы его любите, что вы хотите быть с ним, что вы хотите отношения с ним, общение с ним заикарить, укоренить, создать с ним какую-то ячейку общества, быть с ним партнерами, быть с ним соратниками, идти в ногу по жизни с ним, нога в ногу, именно вот вместе, решать все вопросы, решать все проблемы. В общем, идти с ним по жизни вдвоем серьезно, стабильно, корененно, вот уже вот крепко, чтобы ваши отношения были такими крепкими, нерушимыми. Вот таких действий он ждет от вас. А сам, смотрите, какие действия сделать. Сам здесь у него какая-то нерешительность, какая-то неуверенность, какие-то действия он будет делать, но эти действия будут какие-то мелкие, непонятные, без какой-то определенной яркой и понятной для него цели. Вот такое ощущение, смотрите, что да, вы его привлекаете, да, вы его влечете, да, он хочет быть с вами вместе, да, вы для него вот этот свежий глоток, который его жизнь меняет, но сам он пока на данный момент жизни каких-то особых ярких уже действий, именно таких вот мужских, стабильных каких-то волевых, здесь он делать не будет. Почему? У нас какие-то карты выпали. Смотрите, у нас тут и карта мыши, и карта ребенок, карта букет. То есть да, будут с его стороны какие-то бонусы, подарки, да, будут с его стороны декларация, что он к вам привязан и заинтересован в общении с вами. Да, он будет нам что-то делать, что-то предлагать. Это какие-то могут быть свидания, какие-то походы совместные, какое-то совместное времяпрепровождение. Довольно-таки такое легкое, несерьезное вот ребячество, игры какие-то. Но нет вот этой вот осознанности и серьезности с его стороны. Может быть, давайте вытянем карту, наверное, на его личность, что с ним, чтобы понять, почему же так. Карта коса. Ну, в принципе, это мужчина такой, который очень работоспособный, очень работящий, такой предприимчивый, где-то даже резкий, где-то даже волевой, целеустремленный, может посадить какое-то семя и ждать всходов. То есть, достаточно такой зрелый мужчина. Почему же такие действия с его стороны достаточно
ребяческие какие-то, незрелые. Не могу сказать, что это прям какой-то некий инфантилизм, но и он тут тоже присутствует, какие-то игры. Так, достала 3 карты с вопросом, почему с его стороны такие будут действия невнятные, непонятные и, не знаю, не яркие, что ли, не мужские, в общем, грубо говоря. И выпали, смотрите, выпала его карта бланка, выпала карта развилка, выпала карта гора. Есть какие-то препятствия в его жизни, которые пока на данный момент не дадут ему возможности проявлять в вашу сторону какие-то прям мужские волевые действия, показать или ударить по столу и сказать, что я мужчина, и будет вот так и вот так. Есть какие-то препятствия и препоны, барьеры. Обратите внимание, поэтому он здесь как бы ничего серьезного он здесь вам не предлагает, но общаться он будет довольно-таки так легко и настойчиво. И декларировать вам будет свое расположение, свое желание быть с вами, свой к вам интерес. Кстати, вот тут мышки, первая карта, и доп к ней я вытянула ключ. Вот тут как раз-таки могут быть и какие-то недоговоренности, в том плане, что он может что-то не договаривать, какие-то у него неприятности, могут быть ложь и обман. Но это ложь и обман не потому, что он на вас хочет обмануть, а потому что, скорее всего, вот эти проблемы, которые нерешенные еще, вот эти препоны, не дают ему действовать открыто. Либо он боится действовать открыто, да, вот, у нас карта ребенок, карта незрелая. Так что обратите троечки внимания. Если, например, это может быть что угодно, эти препоны, препятствия, да, это может быть и работа, это может быть, что эти отношения будут на расстоянии. Мы в этом раскладе этого не видим, но у нас карта развилка выпала. Все-таки это она нам показала дороги, еще и горы. И между ними мужчина. Эти карты намекают нам о том, что мужчина может быть из другого города, либо из-за границы. И поэтому он не может ударить по столу и сказать, все, я вот так решил, будет и вот так, и вот так. Поэтому с его стороны будет общение легкое и ненавязчивое. Может быть, он просто сомневается, да? Хотя мужчина тут сильный, волевой, резкий, который может ударить по столу. Вот такой у нас диссонанс получается в раскладе. Но если этот мужчина вам интересен, если этот мужчина вам дорог, то, наверное, стоит подождать и посмотреть, почему так происходит. Может быть, он преодолеет и решит вот те препятствия, вот те барьеры, которые сейчас ему мешают, и все потом изменится. Хотя по основному вопросу, да, здесь тоска и желание быть с вами тут однозначно. Но и расстояние, конечно, нам карты показали, просветили, что и такое может быть, что нет пока даже физической возможности у мужчины проявить себя как настоящего волевого, сильного, умного, зрелого мужчины. Вот такой у нас вышел вариант номер 3, дорогие мои троечки. Я вам желаю всего самого наилучшего, терпения, конечно же. Берегите, любите, балуйте, цените себя. Всех благодарю, что были со мной. С вами была Астарта Сантия. И, как обычно, пожалуйста, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. И всем пока-пока.